Здравствуйте. В начале несколько коротких информационных сообщений. Первый из них касается стоимости проезда учеников начальных классов. С 1 октября установлен тариф в 4,5 рубля. Напомню, что первоначально Ассоциация автопредпринимателей Якутска не предполагала никаких льгот для первоклассников, вернее сказать, учеников начальных классов. Однако затем по согласованию с мэрией Якутска был установлен тариф в 4,5 рубля. Сегодня Народный фронт Алроса Якутия провел очередную акцию на площади Орджоникидзе в защиту интересов населения Якутии в алмазной компании. На этот раз в этой акции принял участие и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который работает, вернее сказать, представлял здесь Республиканскую партию России. Надо сказать, что акция прошла также и при участии Яблока. Гарри Каспаров! Однако самым неожиданным как для организаторов, так, вероятно, и для участников этой акции стало появление группы молодых людей, которые пришли на площадь с транспарантами «Нет развалу России» и «Оранжевая революция не пройдет в России». Но, правда, милиция очень быстро вмешалась, и молодые люди спешно покинули место проведения митинга. В пятницу, как и планировалось, в бывшем здании фабрики химической чистки в Якутске по улице Энергетиков был открыт бизнес-инкубатор. Здесь начинающие предприниматели получат рабочие места, оборудование, а также содействие в финансовом и юридическом сопровождении своего бизнеса. Напомню, что они смогут работать вот в таких вот условиях 1 или 2 года в самом начале своей бизнес-карьеры. Ну а теперь мы переходим к основной теме сегодняшней передачи, тому, каким образом можно приобрести жилье в Якутске. Ну, в общем-то, понятно, что приобрести можно и нужно за деньги. Вопрос в том, как эти деньги получить, как их занять, грубо говоря. То есть речь идет об ипотеке. Надо сказать, что само слово это на слуху вот буквально только последние год, 2, 3, может быть. Между тем, ипотека как слово и как явление появилась в терминологии человечества еще в Древней Греции в VI веке до нашей эры. Тогда оно обозначало слово палка, подпорка, на ней вешалась табличка о том, что вот данный земельный участок заложен как гарантия возврата какого-то кредита. Дальше, больше уже в Древнем Риме, например, можно было заложить все, что угодно, вплоть до того, что можно было заложить и себя. В том случае, если заемщик не возвращал кредит, он становился рабом. В России ипотека появилась как таковая в средние века и развивалась благополучно до самой революции. Ну, а у нас, вот еще раз повторюсь, несколько лет буквально она как культивируется. Вот если вернуться непосредственно к нам сюда, в Якутске, именно в наши дни уже, то ипотечный кредит можно оформить в 3 банках коммерческих столицы нашей республики. Это Внешторгбанк, Сбербанк и Собинбанк. Условия там, ну, достаточно, скажем, разные, как по срокам предоставления кредита, так и под процентные ставки, под размер, вернее, процентных ставок, а также и под жилье, на которое это ипотечный кредит можно использовать. Некоторые банки, к примеру, не дают ипотечного кредита под приобретение жилья в малосемейных общежитиях, в деревянном фонде, либо в аварийном и сносимом жилье. Сейчас вот вы на своих экранах увидели номер для СМС-голосования, но в данном случае это не столько голосование, сколько предложение высказаться по поводу того, верите ли вы, что лично вы сможете приобрести ипотечный кредит, или сказать точнее жилье по ипотечному кредиту, и вообще как можно приобрести жилье. Мы будем очень благодарны вам, если вы поделитесь и своим, может быть даже и печальным опытом приобретения ипотечного кредита. Ну, а тем временем, наверное, давайте начнем с такой темы, как стоимость жилья в Якутске. Она, в общем-то, как и в целом по стране растет. А вот в том, насколько быстр этот рост, насколько велик этот рост и какова динамика, может быть, в ближайшем будущем, первое мнение в нашей передаче. В этом году у нас сейчас стоимость квадратного метра еще не утверждена. Сейчас стоимость квадратного метра находится на экспертизе в Департаменте экономики и прогнозирования. Ну, примерно какой уровень может быть? Как думаете? Примерно около 20-21 тысячи за квадратный метр. Сейчас очень много пишется, говорится, обсуждается о том, о взлете цен на жилье, которое происходит по всей стране, по всем регионам, по сути дела, и о том, какие меры власти могут принимать для того, чтобы сдерживать этот подъем резкий. Вот в этом смысле мы как вписываемся в тенденцию, которая в России сейчас наблюдается? Ну, скажем так, по городу Якутску тоже цены очень резко возросли, но по сравнению с Москвой и с другими регионами у нас цены не... Рост цен тоже есть, конечно, но не сильный, такой, как в других регионах. Сколько вы думаете? Во сколько бы вы его оценили? У нас по сравнению с прошлым годом, в прошлом году было 24, да, а сейчас уже 30, да, это
примерно. 6 тысяч, это получается 25%. Ну, где-то 30% цены возросли. Да. Это я имею в виду благоустроенное жилье. Да. А как думаете, дальше сохранится тенденция? Будет усугубляться или наоборот? Тенденция, конечно, она будет сохраняться в связи с тем, что общая экономическая ситуация все равно будет идти в связи с ростом тарифа, в связи с ростом строительных материалов и так далее. Да? Если у нас не будет развиваться производство строительных материалов, соответственно, все комплектующие и так далее, все материалы, если, соответственно, пойдет рост, тоже пойдет рост. То есть они все завозные, да, будут, так сказать, привязаны к тем. Да, привязаны к общим общероссийским ценам. Вот то, что касается жилья, вот, которое сдается в этом году, в будущем году, вот это действительно какая-то помощь подспорье для бюджетников, либо это как бы минимум того, что можно было сделать и дальше можно сказать? Нет, это... Даниил Савинов возглавляет муниципальное агентство жилищно-социальных инвестиций. Ну, то есть, строго говоря, работает по муниципальному заказу, и поэтому, в общем-то, понятен интерес к тому, как этот муниципальный заказ реализуется в 2006 году и что будет в 2007 году. Ведется строительство 3 домов в 16-м квартале, и в ноябре мы должны сдать 159 квартир для работников бюджетной сферы. Это очень существенная помощь, да? Скажем так, субсидирование, идет субсидирование первоначального взноса, исходя из возможностей семьи. То есть учитывается, то есть подходится индивидуально каждой семье, да? Учитывается его возможности, то есть доход семьи, возможность получения ипотечного кредита и возможность накопления. Мы сейчас в окружной совет внесли предложение об учете возможности накопления каждой семьи и возможности получения ипотечного кредита. Раньше у нас в программе в прошлом году, в 2005 году, учитывалось только, даже не учитывалось ничего, а просто выдавалось 20% всем. 20% от стоимости жилья субсидии. Это вот первоначальный взнос? Да, первоначальный взнос, да. В этом году у нас в июне было внесены изменения и стали учитывать прожиточный минимум на приходящиеся на каждого члена семьи. Да. Это что, с учетом, это привело к тому, что субсидия, то есть индивидуальный подход к семье стал более, то есть стали учитывать доходы семьи, соотношение дохода семьи к прожиточному минимуму. На размере субсидии это как-то сказалось? Да, на размере субсидии сказалось, но для семей с доходами меньше оно возросло, для семей с доходами больше оно чуть меньше стало, то есть дифференцированно, да, стал подход. А сейчас мы внесли предложение, чтобы учитывать возможность семьи на накопление и возможность семьи получения ипотечного кредита. То есть, скажем, если у них есть такая возможность, то, соответственно, размер субсидий еще будет уменьшаться? Да, еще будет уменьшаться, и если есть возможность, потому что у нас очень много участников программы, у кого доходы семьи очень маленькие, да? Получение ипотечного кредита очень минимальные. Да. Соответственно, шансов. Тоже, да, шансов очень мало. Вот если вот эти изменения будут приняты, вот, скажем, социальная база, насколько увеличится тех, кто мог бы получить непосредственно жилье через вас, как вы думаете? На 30% у нас могут возрасти вот эти, у нас, в принципе, выпадает 30% заявителей. То есть вы их никак не можете охватить? Мы их никак не можем охватить. И если вносятся изменения, то, соответственно, вот эти включаются в эту программу, могут включиться? Да. Ну и получается, что вот этой программой, да, если мы в прошлом году за те же деньги построили 66 квартир, то за эти же деньги у нас получается в этом году мы вводим 159 квартир для бюджетников и уже начинаем программу следующего года, 200 квартир уже закладываем. Плюс проектирование и ввод, у нас общая программа следующего года составляет около 600 квартир. Но это не по линии агентства уже? Это по линии агентства.
То есть 200 квартир это бюджетники, а 400? Нет, это общее. Там 600 квартир, да, следующая программа следующего года. Из них где-то около, планируем 300 с лишним квартир, это программа для бюджетников, 100 с лишним квартир мы хотим для молодых семей, и остальные на свободную продажу, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра для бюджетников и молодым семьям. Ну, вот вы сами перешли сейчас уже и к молодым семьям тоже. Вопросов очень много в связи с этим. Тем более были такие публикации, как бы со ссылками на реакцию прокуратуры и так далее. Вопросы действительно такой актуальный очень. На что могут рассчитывать молодые семьи и, собственно говоря, о ком идет речь? Молодые семьи очень много, понятие само даже растяжимое очень. Молодые семьи, исходя из той программы федеральной, которая имеется, могут рассчитывать где-то 40% субсидий, исходя из расчетной стоимости. Да? Расчетная стоимость установлена Росстроем. Это уполномоченный орган, который имеет право устанавливать стоимость квадратного метра по субъектам федерации. Сейчас она сколько у нас? Сейчас она составляет 17 800 рублей. Оно намного ниже по продажной стоимости, да, фактической стоимости по городу Якутску. Хотя бы так. Да. Пропорционально оно составляет 10% субсидий из федерального бюджета, столько же субсидий из местного бюджета и 30%, то есть 20%, 20% да, 20% субсидий из республиканского бюджета. Этот год сколько человек в эту программу может попасть? Семьи, вернее сказать. В этот год может попасть 74 человека, 74 семьи. Попадут? Да. Должны попасть. Они тогда, если попадают в эту программу, то получают квартиры когда? То есть они могут сами найти квартиру или, да. Или новое строительство? Это? Нет, они могут сами найти квартиры, там не ограничено. Да? 74 семьи выдается субсидия по мере поступления денежных средств. У нас сейчас в бюджете республики еще не заложены эти, ну, в принципе, есть средства, но они отдельной строчкой не выделены. Да? Сейчас Минстрой этим занимается, и на очередной сессии Алтумена уже должны внести коррективы в республиканский бюджет. Тоже идет и по муниципальному образованию. 7,5 миллионов должны внести коррективы в бюджет муниципального образования. Ну, в любом случае, как бы деньги эти все равно будут. Да, в любом случае. И, соответственно, 74 семьи получат. Да. А когда списки вот эти все-таки появятся? Ведь был первый вариант списка, вот сейчас второй да, составляется. По заданию Департамента архитектуры и строительства нам были вообще списки нам были переданы из Министерства молодежи. То есть оно составляло списки? В начале этой всей программой занималось Министерство молодежи, да, и Управление молодежи муниципального образования. Нам были переданы заявления, мы их всех включили и направили в Министерство по строительству. По программе у нас было очень мало времени, чтобы проверить эти списки. Там список составлял 170 человек. Да? Да. 170 человек, но мы должны были их всех проверить. У некоторых даже нету данных, контактных данных, да, чтобы их найти и так далее. И вот сейчас мы уже завершили эту проверку. Из этих людей уже осталось 94 семьи. То есть какой-то еще конкурс среди них получается должен быть? Да. Но по подаче заявления сейчас прокуратура их всех тоже проверила, и они уже соответствуют по тем требованиям. Вот эти 94? Да. И эти 94 должны быть признаны качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это по положению, которое утверждено правительством России. А да? Признает их муниципальное образование. Существует уже создана комиссия, да, межведомственная. Хорошо, 74 семьи, это программа 2006 года, 2007 год, что там будет? В 2007 году планируется, уже конкурс в Росстрое прошел. По городу Якутску, там участвовало где-то 9 муниципальных образований по республике. По городу Якутску примерно где-то будет 113 семей.
Ну что же, вот такой прогноз на 2007 год. Но напомню, что речь идет о муниципальном заказе. Ну, а между тем, достаточно большое количество горожан пытаются, и, в общем-то, не безуспешно, насколько я понимаю и знаю, строить жилье, приобретать жилье самостоятельно. Каков опыт ваш в этой области и какие, может быть, прогнозы и ожидания, а может быть и предложения? Телефон для СМС-голосования, номер, вернее сказать, для СМС-голосования как раз и поможет вам высказаться, поделиться вот этим своим мнением или задать вопрос. На сегодня все. До свидания, до понедельника.